Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока в музыкальном театре – балет. Сегодня мы увидим, что в искусстве балета находят отражение мыслей и чувства человека. Проследим за развитием классического балета в потоке времени. Познакомимся с жанровым разнообразием танцевального творчества и выясним, как эпоха влияла на развитие хореографического искусства. Волшебство сказок, чудесные грезы и сновидения способен воплотить мир балета. Наряду с оперой балетный спектакль является одним из самых сложных видов музыкального театрального искусства. Само слово «балет» происходит от итальянского «балла» – «танцую», и сегодня этим термином обозначает особый вид сценического искусства, основным выразительным средством которого является неразрывно связанный между собой музыка и танец. Назвать точную дату и родителей балета невозможно. Он дитя многих европейских культур, а его предки – народные танцы, игры, обряды, торжественные шествия и балы. Своеобразной точкой отсчета в истории балета можно назвать эпоху Возрождения. Примерно в XIV-XV веках в Италии танцы стали подразделять на две категории – бытовые, для развлечения, отдыха, и сценические. Сценический танец постепенно становился все более красивым, но и более сложным. Разнообразные па выстраивались в нем в причудливые сочетания. Танцор, составляющий красивые узоры из своих движений. Сегодня для исполнения сценического танца требуется специальная подготовка, и сам танец создает специальный мастер танца балетмейстер. Иногда его называют хореографом, от греческих слов хоре – танец и графа – пешо. Ведь балетмейстеру часто приходится записывать танцевальные фигуры на бумаге, для того, чтобы танцоры могли их разучить. Балет, как и опера, неразрывно связан с литературой, сюжетным первоисточником. И хотя в балете не звучат слова, отсутствуют вокальные сцены и арии, замысел писателя раскрывается здесь с не меньшей силой и глубиной. Танцоры выражают его через мимику и жесты, характер и экспрессию движений. Читая историю о Ромео и Джульетте, Щелкунчике, Золушке, мы переживаем и радуемся вместе с любимыми героями. Но их облик, их обаяние остаются за пределами нашего восприятия, существуя лишь воображение. Именно этот воображаемый портрет и пытаются оживить создатели балета через пластику движений. Сюжетная основа балетного спектакля называется либретто. Либретто обычно основывается на литературном произведении – сказке, легенде, поэме. Однако первоначальный сюжет существенно перерабатывается с учетом хореографического и музыкального воплощения идеи. Так знаменитый балетмейстер Мариус Петипа указал композитору Чайковскому, сколько тактов музыки и в каком темпе необходимо сочинить для той или иной балетной сцены. Балет обладает неограниченными возможностями художественного образного отражения окружающей действительности. Он способен воплотить любые чувства, раскрыть жизненные конфликты, противоречия, но больше всего мы ценим искусство балета за необычайную красоту, возвышенные идеалы, ведь он всегда воспевает в человеке прекрасные благородные чувства. Так же, как и опера, балетный спектакль делится на акты, сцены и отдельные номера. И так же, как в опере, здесь бывают номера сольные и ансамблевые. Называют их по-французски «pas de deux» – танец вдвоем, «pas de deux trois» – танец втроем, «pas de deux quatre» – танец вчетвером. Многие балетные правила были разработаны при дворе французского короля Людовика XIV. Он сам очень любил танцевать и даже исполнял роли в балетных спектаклях. Однажды король приказал собрать воедино все танцевальные движения, отобрать самые красивые и записать их. С тех пор, в знак уважения к вкладу французов в развитие балета, танцоры всего мира пользуются французскими словами для обозначения балетных движений. Присутствуют в балетной терминологии и итальянские слова, например, адажио.
медленный лирический танец главных героев. В балете различают два основных типа танца. Классический, равнозначный балетному или театральному танцу, и характерный балетный танец на основе народного танца. Каждый из них также может исполняться соло, ансамблем солистов или кардебалетом, массовый танец. Костюмы являются важным элементом балетного спектакля. Они подчеркивают историческую эпоху, особенности характера персонажей и их роль по сюжету спектакля. Над эскизами костюмов работают театральные художники, которые создают также и декорации. Таким образом, в балетном спектакле возникает синтез многих видов искусства. Живопись становится равноправной сестрой музыки и хореографии. Важная роль в балетном спектакле отведена дирижеру. Он не просто управляет театральным оркестром, его работа помогает воплотить замысел композитора, идеи балетмейстера-постановщика, подчеркнуть индивидуальность солистов и мастерство кардебалета в исполнении массовых сцен. Так же, как и другие музыкальные жанры, балет постоянно меняется, совершенствуется. Тот облик балетного спектакля, который существовал во времена Чайковского, наполняется новыми сценическими решениями, порой весьма неожиданными, смелыми и даже дерзкими. Гармоничное сочетание классических традиций балета и новых хореографических решений нашли авторы балета «Анюта». В основе этого спектакля не миф и не красивая сказка, а прозаический рассказ Чехова «Анна на шее». Его героиня Анюта – молодая красивая девушка. Она ищет и не находит точку опоры ни в доме отца, ни в браке с престарелым Модестом Алексеевичем. Анюта бросается, как в омут, головой в разгульную светскую жизнь, но и там не находит ничего, кроме разочарований. Через лирические, комические, а порой гротескные образы на сцене разворачивается трагедия маленького человека. Своеобразное духовное самоубийство главной героини происходит на наших глазах. «Анюта» – это актерский балет, соединяющий в себе танец и драматическую игру. Хореографические слова исполнителя одной из главных ролей и одновременно хореографа Владимира Васильева простые и понятные. В сочетании с выразительной и мелодичной музыкой Валерии Гаврилина они создают необычайный эффект. Долгое время в нашей стране этот балет знали только по телевизионной версии. Гениальная актерская игра первой исполнительницы партии Анюты, балерины Екатерины Максимовой, пронзает до глубины души. Заканчивается фильм-балет немой сценой. Героиня Екатерины Максимовой смотрит на зрителя с такой щемящей тоской, что выразить словами подобную душевную скорбь совершенно невозможно. Современный балетный спектакль во многом отличается от классического. Он может включить в себя ритмопластику, пантомиму, элементы акробатики, светозвуковые эффекты, оригинальные декорации и костюмы. Этого требует новый музыкальный язык современного балета. При всем разнообразии танцевальных элементов хореографии это не просто сумма отдельных движений, но единый стиль, целостный образ, содержательный художественный замысел. Не случайно подлинные шедевры балетного искусства создаются тогда, когда все его выразительные возможности – музыка, живопись, танец, режиссура, исполнение – выступают в гармоничном единстве. Итак, на этом уроке мы узнали, как в балете реализуется принцип единства музыки и танца, какие типы танца существуют в современном балете, какова роль симфонического оркестра, дирижера, балетмейстера, постановщика, артистов балета.
И заканчивая урок, я хочу прочитать вам стихотворение поэта Игоря Кобзева «Искусство балета». Порой, признаюсь, видеть странно, как строг в балете каждый шаг, и как танцовщики бесстрастно красавиц носят на руках. В балете сдержанные порывы, подвластны пластике права. Там все признания молчаливы, лишь ПДД, ПД-труа. В балете даже ревность, ссора, вражды холодная струя сверкает, словно из фарфора или, может быть, из хрусталя. Там все мучительные чувства, дела и помыслы людей волшебной магией искусства преобразились в лебедей и на короткий миг предстали всего земного лишены, в их совершенстве идеале, какими быть они должны. На этом я заканчиваю урок. До свидания, до следующих встреч.